Бог благословит, спаси Господи. Возлюбленные Господи, отцы, матери, братья и сестры, спаси Господи за ваши святые молитвы, за то, что вы служите Господу всей своей жизнью, каждый день своей жизни. Мы приглашаем вас совершить паломническую поездку на Святую Землю. Почему надо совершить эту паломническую поездку, если есть такая возможность у людей и желание послужить Господу? Вот первый раз, когда я совершал эту поездку в своей жизни и возвращался с этой поездки, у меня было необыкновенное состояние души. Необыкновенную благодать человек получает, когда он поклоняется святыням на этой святой земле, на той земле, откуда пошла наша вера, святая православная, та земля, на которой родилась наша святая православная церковь. И когда человек совершает эту паломническую поездку, он вместе с братьями совершает духовный подвиг. Вот есть люди, которые говорят: а я был на Святой Земле, ну вот я там был или по делам, или в отпуске, и я заходил в храм Воскресения Христова, там, где произошло великое чудо Воскресения Христова, или я заходил в другой храм Рождества Христова в Вифлееме, или в другие храмы заходил. Наверное, это очень хорошо, и даже не наверное, а точно очень хорошо приложиться к этим святыням, но все равно паломническая поездка вместе с группой верующих людей, которые вместе находятся в единении, в едином подвиге, едиными устами, единым сердцем славят Господа. Та поездка, в которой руководителем является священник, который молится, который исповедует тех людей, которые вместе с ним находятся, вместе совершают молитвенное правило, вместе совершают этот подвиг, все время находятся вместе рядом, и рядом с ними вместе Господь Иисус Христос, потому что сказано: там, где 2 или 3 во имя Мое собраны, то есть Он посреди их. Это совершенно другой подвиг, совершенно другая благодать. И поэтому, конечно же, надо постараться, если есть такая возможность, испытать эту благодать, принять эту благодать в свое сердце и в свою жизнь, поехать вместе со священником, поехать вместе с группой православных верующих и максимально поучаствовать именно в программе паломничества, потому что программа паломничества по Святой Земле составлена так, что там плотный график, очень много святынь и очень много духовных подвигов совершает эта группа, которая ездит по этим святым местам, молится и поклоняется земной жизни Спасителя, Его трудам, Его спасительной искупительной жертве, и всем тем святым молится, просит их молитвенного предстательства, которые подвязались на этой святой земле, и эти святые становятся личными покровителями, помощниками и наставниками в духовной жизни каждого христианина, который совершит этот духовный подвиг
к местам их подвигов. И Савва Священный, Лавель Савва Священного, и святый Иоанн Креститель, который подвязался на этой святой земле, и Пречистая Владычица наша Богородица, и святые апостолы, и многие другие святые, служившие Господу и прославлявшие Его на этой святой земле. Поэтому, возлюбленные Господи, братья и сестры, давайте мы с вами все вместе соберемся и поедем на эту удивительную землю, ту, на которую сошли пречистые стопы Господа нашего Иисуса Христа, ту, которую Он своими ногами проходил, проповедуя Царствие Небесное и являя свою любовь. Давайте мы с вами тоже переживем эту любовь, потому что именно в этой поездке можно действительно прикоснуться сердцем к таинству любви. Нужно действительно совершенно другими глазами посмотреть и на свою жизнь, и на людей, которые рядом с вами находятся. Эти люди остаются потом духовно, с которыми совершаешь этот подвиг всю жизнь. Всю жизнь их вспоминаешь, всю жизнь вспоминаешь ту любовь, которую ты переживаешь на этой святой земле каждому человеку, который находится рядом с тобой и рядом с тобой совершает этот духовный подвиг. И когда человек возвращается после этого духовного подвига, после этого духовного преображения земли, где преобразился Господь перед апостолами, то он возвращается на свою землю тоже преображенным, и жизнь его полностью меняется. Она становится совершенно другой, она становится новой во Христе, жизнью, в которой есть больше места для любви, больше места для неба, для Царствия Небесного, больше места для счастья, радости. И, конечно же, человек, совершив этот духовный подвиг молитвы и служения Господу на святой Иерусалимской земле, земле Родины Православия, этот человек обретает необыкновенные духовные силы для того, чтобы совершать духовные подвиги и здесь, вернувшись на нашу святую русскую землю и принеся благодать святой земли, любви Господа нашего Иисуса Христа и святыню в сердце своем, домой к себе, в свои семьи, на свою работу, в свой дом, где живем мы. Помоги вам, Господи. Давайте поедем вместе на эту святую землю, помолимся там, преклонимся святым православным святыням, и да пребудет с нами святыня любви, благодати, спасения и вечной жизни, здесь и в вечности, со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь. Закрыв глаза, я вижу Иерусалим, где Иисус, мой Царь и Бог мой, ходил. Он умолял людей земли, умолял принять Отца и любовь Его понять. Он умолял людей земли, умолял принять Отца и любовь Его понять. Но в слепоте греха весь мир погибал, и не узнав Мессию, громко кричал: смерть, смерть ему, на крест его вознесем, и гвозди смело забьем в руки его. Смерть, смерть ему, на крест его вознесем, и гвозди смело забьем в руки его. Царь всей земли на древе свято страдал, и за мой грех жизнь добровольно отдал.
в глаза